Подарок народу за счет народа? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, кто платит за благотворительность от Эмомали Рахмона. Подписывайтесь на обновление, и точно будете в курсе всего самого интересного. Подарок от президента. Это словосочетание настолько прижилось в официальном лексиконе государственной пропаганды Таджикистана, что практически не подвергается сомнению. Критики властей называют это акцией пиара для президента за счет бюджета. Приближенные к власти круги видят в этом своеобразный способ решить проблемы в рамках действующей системы. 13 марта НИАТ Хавар сообщила о передаче 30 автобусов городу Куляп и городам и районам ГБАО в рамках реализации государственной программы по целевому развитию транспорта Республики Таджикистан до 2025 года. В сообщении агентства отмечалось, что это решение было принято по поручению президента Таджикистана. Из 30 автобусов 6 переданы городу Куляп, 5 автобусов городу Харок и по 3 автобуса другим районам ГБАО. Органы исполнительной власти ГБАО, в свою очередь, назвали это благотворительной акцией от президента. Устроили церемонию встречи автобусов с песнями, танцами и официальными выступлениями, в которых выразили благодарность руководству Таджикистана. В рамках очередной заботы и в преддверии международного праздника Навруз утром в Харок прибыл подарок высшего руководства страны, который состоит из 26 современных автобусов и 2 машин скорой помощи. Такое сообщение опубликовало на официальной странице органа исполнительной власти ГБАО. На сопровождающихся фотографиях и видео заметно, что автобусы украшены фотографиями президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Информация о том, за какие деньги были приобретены автобусы и в рамках какой программы, региональные власти просто не сообщили. Но это только часть подарков от президента, о которых говорит государственная пропаганда. Достаточно зайти на официальный сайт президента Таджикистана и набрать в поисковике словосочетание «подарок», чтобы наткнуться на десятки и сотни официальных сообщений о подарках от президента. Это и выданные дома для сотрудников силовых структур и спецслужб Таджикистана, построенные здания для тех или иных ведомств, подарки для сирот и учащихся интерната в разных частях страны, а также десятки сообщений о подарках от президента в виде книги «Таджики». К слову, инициатива о переиздание этой книги озвучил Эмомали Рахмон в своем послании в 2019 году и распорядился выдать эту книгу бесплатно каждой семье. Было выпущено 1 600 000 экземпляров, на издание которых из госбюджета было выделено 136 миллионов самани. Однако, как показало расследование, тендер на переиздание книги выиграло издание Нашрияти Муасир, ранее имевшее отношение к компании «Фарос», принадлежащая зятю президента Шамсуло Сахибову. Издание выиграло на реализацию этого тендера $13,5 миллиона, но это никак не повлияло ни на тендер, ни на сам подарок, который продолжает выдаваться от имени главы государства. Юрист и активист социал-демократической партии Таджикистана в Рашидском районе Фарход Худайоров говорит, что такие инициативы направлены на то, чтобы президент набрал дополнительные политические очки. Глава государства избирается народом и получает заработную плату из бюджета, формирующегося за счет средств обычных налогоплательщиков. Такого рода пропаганда является неприемлемой и преступной с точки зрения законодательства, говорит Худайоров. По его словам, если даже массы верят в эту пропаганду, то более продвинутые слои населения и интеллигенция все понимают, но политическая атмосфера страны не позволяет высказаться на эту тему. Любая критика президента или других чиновников может иметь непредсказуемые последствия. Об этом свидетельствует тот факт, что сейчас десятки журналистов, сотни инакомыслящих и критиков властей находятся за решеткой, сообщил собеседник. Благотворительность президента Таджикистана часто связывают с его резервным фондом, особенно в ходе его поездок по регионам во время чрезвычайных ситуаций. Согласно закону о государственных финансах Республики Таджикистан, резервный фонд президента устанавливается в размере 2% от объема доходов государственного бюджета, и эти средства расходуются по распоряжению главы государства. В частности, как отмечают государственные СМИ, на благотворительность, социальные проекты, проведение конкурсов в области культуры и образования и тому подобное. По мере увеличения государственного бюджета увеличивается и резервный фонд президента. Депутат Нижней палаты парламента и глава Демократической партии Таджикистана Саиджафар Усманзада в одном интервью отметил, что фонд не отчитывается перед парламентом. Президент посещает разные места, помогает людям. Возникают ситуации, когда с финансированием начинаются проблемы. Президент видит, что исполнительные органы не сработали должным образом, и он имеет право решать вопрос на месте и не отчитываться
парламенту, сказал лидер таджикских демократов. А вот оппозиционный журналист Тимур Варки обращает внимание на непрозрачное распределение гуманитарной помощи, которую ежегодно получает Таджикистан. В частности, журналист указывает на случаи в период пандемии коронавируса, когда гуманитарная помощь от Китая раздавалась от имени компании Avesta Group, которую назвали близкой к сыну президента Рустама Эмомали. Боюсь, нынешние слуги народа и их пропагандисты не понимают, как смешно выглядят эти формулировки: гуманитарная помощь, подарок, новая очередная забота. Пропаганда тем самым проговаривается, что кто-то наверху не справляется со своими прямыми обязанностями и что этот благодетель существует где-то отдельно от Таджикистана. Это медвежья услуга пропаганды, которая веселит народ и которая ясно дает понять, пишет черным по белому и признает, что власть и основатель мира существуют в отдельном параллельном полубачевскому пространстве, как Дед Мороз, и почти не пересекаются с этим народом и государством, говорит Тимур Варки. Экс-чиновник правительства Таджикистана на условиях анонимности говорит, что подарки от президента – это объективная реальность, которую необходимо воспринимать. Конечно, можно говорить о демократии, прозрачности бюджета и тому подобное, но в наших условиях в руках президента консолидирована абсолютная власть, поэтому фактически любое его решение в пользу той или иной проблемы можно считать подарком, так как он мог бы и не принимать такое решение, полагает экс-чиновник. По его словам, население Таджикистана, большинство которых прагматично смотрят на вещи, понимает эту реальность. А вы как к этому относитесь? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!